Оказывается, папу с 6 лет отдали в медресе. Папа рассказывал об этом. Он учился в медресе. Я думаю, что это, наверное, Зунджерлы медресе. Но он там не доучился, но читал хорошо по-арабски, писал и знал много молитв. Уже через несколько лет, когда немцы заняли Крым и открыли мечети и церкви в Ялте, однажды мама сказала: «Дети, сегодня наш папа будет читать эзан, молитву вечернюю. Давайте все...» А мы жили напротив мечети. «Давайте откроем дверь балкона». У нас был балкон на 2-м этаже. И будем слушать. Я тогда впервые услышала эти непонятные арабские слова. Мы ехали без отца в этих вагонах. А он, оказывается, их уже выселили в этом Великоалексеевске станции. И папа, оказывается, разрешили ему целую неделю. Он каждый день с утра сидел на станции Великоалексеевская со своего колхоза, где-то он приходил, и ждал, когда появится другой поезд с татарами. И когда появлялся какой-то татарский поезд, папа говорил, подходил и кричал: «Ялтинский здесь есть?» И вот, наконец, он наткнулся, он нашел нас. И когда он в следующий раз 7 дней, говорит, папа ходил к этой станции. В апреле 91-го была конференция большая, всесоюзная тогда называлась. И я тогда выступила с первым докладом про состояние и перспективы развития крымстарского языка. И с тех пор я продолжаю заниматься русским языком. Но в основном в последние годы занимаюсь проблемами крымско-татарского языка. У меня почти к 300 приближается количество публикаций.